Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какую большую неожиданность готовит вам сама судьба? Что случится крайне неожиданно для вас? Что станет в вашей жизни большой неожиданностью? Загадайте, пожалуйста, на себя, свой срок обязательно загадайте. И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Вот эта судьба решила учудить. Здесь действительно очень неожиданные события. От некоторых, действительно, голова аж закружится. Земля из-под ног уйдет. Вот встречу тут показывают. Такую яркую, такую необычную. Прям у кого-то и дыхание перехватит. Причем это взаимно идет, понимаете? И вы не ждете, и тот человек, с кем вы встретитесь, он тоже не ждет. Ой, тут такое. Судьба дает шанс на двоих. Встреча взаимная и встреча для двоих судьбоносная. Вы встретите того, с кем вы были знакомы в прошлом, либо имели отношения. Мужчины женщину встретят, женщины мужчину. То есть вас связывали чувства. Эти чувства были серьезными, настоящими, очень теплыми. Но вот как упущенный шанс был в прошлом. А теперь судьба такая говорит, давай еще раз, попробуйте еще раз, ребятки. Посмотрите друг на друга, поймите, что вы друг другу предназначены. Тут у кого-то даже брак был. Вот вы были замужем, женаты, прошло время, после вашего развода. И тут на тебе, бац, и встреча произойдет. Вы будете одна, он будет один. Мужчина один, женщина одна. И вы вот встретитесь. Почему-то мне идет, что вы как-то так впечатлитесь этим всем. Вот прям действительно как знак судьбы, как судьба ведет. Встреча, мне идет встреча. В тот срок, который вы загадали, будет эта встреча, которая все перевернет. И вот, знаете, еще вижу, что мужчина как-то очень позитивно отреагирует на эту встречу. Прям для него это зеленый свет, глаза загорятся, будет очень милым, обходительным, таким джентльменом, прям, в лучшие времена так себя не вел, как сейчас поведет. А вот для женщины, у женщины шок в шоке, женщина такая, что ты опять, не хочу, отстань, уйди, пропади, чур меня, чур. Но женщина как немножко испугается. Мне идет, что судьба дает вам на двоих шанс. Как вы им распорядитесь, это только лишь от вас зависит. Но мужчина-то не против, он даже двумя руками за, он будет очень рад этой встрече. А вот женщина немножко напугана мне идет, либо шокирована. Может, действительно такая неожиданность, что он, этот ваш мужчина возник перед вами. Мне идет, что вы где-то прям столкнетесь. Например, лифт. Вы выходите, он заходит, либо наоборот. Может быть, какое-то учреждение, организация, магазин, может быть. Где-то прям друг на друга идете и сталкиваетесь. Судьба знает, что делает. Конечно, неожиданно, конечно, не просто так. Это еще один шанс. Если воспользуетесь, у вас все хорошо будет. Вы уже поумнели, вы уже опыт нажили, вы уже и в других, возможно, отношениях были, вам есть чем сравнить. А у кого-то еще отыграется, что вы в этой разлуке все осознали, что вам именно с друг другом было хорошо, а с другими людьми не получается. И если вы сходитесь, то вы друг друга будете любить и ценить, и оберегать. Будете хранить эту любовь, эти отношения, как самое дорогое, что есть в жизни. Если вдруг по какой-то причине вы не сойдетесь, либо не захотите в одну и ту же реку вступать, хотя это невозможно, то судьба уже больше вам встречи не даст. Вы уже разойдетесь, как море кораблей, раз и навсегда. Поэтому отнеситесь серьезнее, судьба просто так не организует такие встречи. И опять же, представьте, как сложно организовать такую встречу для двух совершенно разных людей. Это же как нужно
все это подготавливать, чтобы вас вести в одной точке. Судьбоносно, да, это судьбоносно, это очень неожиданно, это более чем неожиданно, но это последний шанс. И не люблю это слово «последний», но как бы крайний, хотя это не крайний, это все-таки последний шанс. Отнеситесь серьезно. Если чувства есть, неважно, там обиды, переобиды, если чувства есть, то дайте шанс этим чувствам, точно не пожалеете. Все уже будет по-другому, на другом уровне, другого качества отношения, любовь. Вот. Ну, а если прям что-то есть такое непреодолимое, ну, больше вы этого человека не увидите, ровно как и он, например, не увидит вас. Дальше. Большой неожиданностью станет для вас, либо для вашего близкого человека, очень классное предложение. Предложение связано с деньгами, да, скорее всего, это работа, подработка, это участие в каком-то проекте, это какой-то бизнес, может быть, даже какая-то деятельность, которая хорошо и щедро может быть, как может вознаграждаться, да, для вас, либо для вашего близкого. Но опять же, да, если вы одна, то для вас. Если у вас есть муж, либо взрослый, например, сын, дочь, то и для вашего близкого может проиграться. Но тут деньги в семью, понимаете? Это почему важно? Потому что деньги в семью идут. Этими деньгами будут пользоваться все, кто вот в семье живет, да, кто в доме проживает. Здесь доходы могут вырасти в какой-то геометрической прогрессии. И то, что кажется таким, знаете, ну ерунда, да, что там подработка, либо что там part-time работа, на самом деле приведет к очень хорошим результатам. Ну и работать тоже нужно, понимаете, нужно вот вкладываться. Ну вы такие люди, вы умеете работать, вы себя не щадите, вы очень ответственно относитесь к работе. Поэтому для вас это прям очень классный шанс. Вот прям судьба подкинет. Не золотом дает, а возможностью поработать, возможностью своими руками, своим умом, своим трудом заработать очень хорошие деньги. Здесь, так знаете, показано, что начинаете с чего-то прям такого малого, незначительного, и в короткие сроки, но опять же короткие сроки, у кого-то месяц, у кого-то и год короткий срок, да, вы прям карьерных высот достигаете, либо вы подучитесь где-то, а потом на базе вот своего знания вы своим делом займетесь, да, может быть, параллельное что-то вот прям подобное откроете. Ну, очень хорошо, там большими деньгами пахнет, очень большими, такими, что прям голова кружится от этих денег. Серьезные суммы, а кого-то именно эта работа, либо эта подработка, либо этот вид деятельности, бизнес-проект может вывести не только из долгов, из кредита, но и вывести на новый уровень жизни, там, где вы себе больше позволяете, где у вас нет каких-то рестриктов, ограничений, где вам не нужно экономить, где вы можете жить, ну, неплохо, да, очень даже неплохо. Ну, вот, как говорят, средний класс, да, может даже выше, чем средний класс. Не всегда понимал, что такое средний класс, но это, наверное, люди, которые могут там 2 раза поехать на отдых в год, у кого есть машины хорошие, у кого есть там своя недвижимость, да, скорее всего, это средний класс. Не надо экономить, да, не нужно ужиматься, не нужно прям там на вермишельке с гречкой сидеть, да, вы можете себе позволить там и в ресторан сходить, и там что, экологически чистые продукты покупать. Ну, хороший знак на самом деле. Но, конечно, придется поработать. Кому-то еще придется подучиться. Да? Параллельно работая, вы будете учиться, набивать руку, постигать мастерство. Ну, а дальше свое будете развивать. Либо карьеру очень сильно вырастите. Ваши начальники посмотрят, что вы очень ответственный, профессиональный человек, что вы прям стараетесь. И почему бы вам и не предложить. Да? Не важно, что у вас там образование, либо не образование. То есть будут судить именно по вашему труду. А трудиться вы умеете. Большие деньги на кону, очень большие деньги. Здесь вот прям, не чуть ли не менеджер, да, менеджер, скорее всего. Либо прям менеджер-менеджер, всех менеджеров менеджер, либо это, как ведущий специалист, там, начальник отделения, там, подразделения, так идет. Да, судьба умеет удивить. И вот мне еще идет, что судьба через испытания. Да, вот начни с чего-то вот мелкого, с азов начни, да, чтобы выйти вот прям в топ. Так показали. Дальше. Большой неожиданностью для вас станет признание человека в своих преступлениях, грехах перед вами. То ли этот человек конкретно перед вами виноват, то ли этот человек виноват перед кем-то, но признается вам.
этот человек в ваших глазах либо какая-то нейтральная фигура, ну то есть не холодно, не жарко, да, просто человек. Либо этот человек в ваших глазах там, ну, пользуется уважением. То есть вы считаете, что очень хороший человек, уважаемый мною человек, такой весь из себя, правильный, честный, чистый, благородный. А вот человек начнет вам признаваться, вы ахнете, скажете, ну надо же, как так? Я бы никогда не могла подумать, что этот человек вот имеет грязные руки, да еще и по локоть грязные. Если перед вами этот человек виноват, то вы 100% простите. Что бы это ни было, конечно, вам будет грустно и печально, может быть, даже немножко больно будет, но вы простите, вы оцените, что человек честно вам все рассказал, еще и покаялся, еще прощения попросил. А если человек виноват не перед вами, но перед кем-то, то вы дадите какой-то хороший совет. Но опять же, я вижу, что вы не перестанете относиться нормально к этому человеку, но вот как вы опыт получите, да, опыт, что бывает и такое, что человек внешне может быть максимально благородным, ну вот вести себя очень честно, открыто, но при этом даже у такого человека есть грехи. То есть даже на солнце бывают пятна, вот приблизительно об этом. Может быть, не так строго к себе будете относиться, либо к своим каким-то прошлым событиям, даже, может, ошибкам каким-то. Но вот как легче вам станет, мне идет, да, гораздо легче. Может, человек вам и расскажет это, чтобы вы к себе как-то не придирались и не считали себя хуже, чем другие, да. Может быть, из-за этого даже расскажет. Но, может быть, человек уже прям печет его грех, и человеку нужно прояснить, признаться и попросить прощения. Почему-то мне еще кажется, что у кого-то прям либо на работе, либо в семье может отыграться. Дальше. Интересный такой знак, когда свои хуже, чем чужие. Либо не так, когда свои плохие, а чужие хорошие. Я вижу, что судьба буквально обличать будет людей, которые вас окружают. Причем обличать как и ближний круг, так и дальний круг. Понятно, что все люди живут в своих маленьких таких сообществах. То есть те, с кем мы каждый день общаемся, те, с кем мы общаемся время от времени, и люди, с которыми мы вовсе не общаемся, да? Либо по крайней такой необходимости бывает общение. Вот судьба со всех маски снимет. Вот идет такой момент, идет такое время, либо такая ситуация в вашей жизни разыграется, когда вам нужна будет помощь. Причем я не могу сказать, что вам там какая-то сногсшибательная помощь нужна, колоссальная помощь. Нет, это что-то такое, знаете, ну, средненькое, да. И вот вы обращаетесь к своим, и свои такие плечами пожимают, руками разводят, говорят, ну, типа, не можем, мы не можем помочь, у нас там свои дела, либо в принципе не имеем возможности. Вы обращаетесь к тем, которые вот там, поскольку общения. Эти люди то же самое делают. И только лишь люди, которые вот самый дальний круг, с кем вы вообще не общались, не поддерживали связи, коммуникации, вот эти люди, они вам точно не откажут. Причем вот у кого-то еще идет, что никто не откажет, да? Может, даже и просить не будете, а эти люди сами узнают, сами придут и сами будут предлагать вам помощь. То есть помощь придет оттуда, откуда не ждали, и свои не помогут, зато чужие, да, ну, чужие, с кем вы не общаетесь, вот там отказа вам точно не будет. И помощи будет больше, чем вам даже нужно. Это удивительное событие. Вы после этого вообще так пересмотрите свой круг общения, пересмотрите отношения, пересмотрите связи и какие-то правильные выводы сделаете. Это не значит, что вы там со всеми рассоритесь, перестанете общаться. Нет, вы сделаете правильные выводы. И я вижу, что какая-то польза для вас пойдет. Может быть, судьба поэтому маски и срывает, что пришло время вам взглянуть на тех людей, которые вас окружают, именно в разрезе реалий, а не в разрезе того, что вы сами себе придумали. Но вот если я с кем-то дружу, то я хорошо думаю об этом человеке, либо, ну, если плохо, то я не буду дружить. Ну, как бы, скорее всего, вы сами себе придумали, да, что те, с кем вы дружите, хорошие, а те, с кем вы не дружите, ну, не очень. Вот. А тут все как бы вскроется. Да, такой сильный прям знак, это как урок судьбы, как поучение какое-то мне идет. Ну, хороший знак на самом деле. Такое полезно иногда практиковать, чтобы, ну, не получить какой-то обратный эффект. Ну, допустим, вы надеетесь на своих близких, а вам окажется, что близкие так далеки, а далекие так близки. Да, и это, конечно, ну, болезненно.
А когда вы уже приблизительно понимаете, что вот кто из себя что представляет, кто чего стоит, ну так, мне кажется, гораздо проще. Меньше иллюзий, меньше заблуждений, больше правды. Дальше, мои хорошие, для вас станет большой неожиданность, когда вам знакомый человек, ну просто знакомый, да, начнет открывать свое сердце и предлагать вам место в своей лодке, ну место в своей жизни. Вот это, конечно, вы будете в шоке. Вы скажете: да как так? Ну мы же с тобой просто знакомые, мы просто общались, там просто друзья, просто коллеги. Да что такое? Зачем ты это делаешь? Зачем ты мне это все говоришь? А человек такой: да я люблю, я уже ничего с собой поделать не могу, пожалуйста, прошу вас, да, вот самое лучшее место в моей жизни займите. Тут как бы не хочется и человека обижать, а с другой стороны, я вижу, что человек, ну, не ваш, да, не ваш, не в вашем вкусе. Может быть, ну, никак вы не рассматривали этого человека как своего партнера. А тут на тебе вот такой вот скандал. Почему скандал? Ну, потому что если вы говорите нет, то понятно, что прежних отношений уже не будет. Будут натянутые отношения, либо как-то неудобно будет общаться. А если вы говорите да, то вам некомфортно, потому что вы к этому человеку ничего не чувствуете. Ну, вы видите как друга, да, ну, что максимум там компаньона, но никак не партнера, да, в личной жизни. Очень тяжело вам будет выкручиваться. Тут я вас могу только лишь пожалеть. Никаких советов вам не вышло. То есть вы должны сами как-то обуздать эту ситуацию, что-то придумать так, чтобы и не поругаться, и ну, вот как-то себя спасти, закрыть от этого человека. Да, нелегко вам придется, но что есть, то есть. Зато вы узнаете, что у человека к вам на сердце, на душе. Да, интересно. А если еще не свободен этот человек, то прям совсем катастрофа, да? Если он еще, либо она еще, там, жена, муж кого-то из ваших хороших друзей, то тут просто за голову надо браться. Ну, любовь, она такая, придет и не спросит. Так, дальше. Большой неожиданностью для вас станет какой-то выигрыш. Вот я вижу, что вы где-то что-то выигрываете. Может быть, это какие-то спортивные соревнования, может быть, это, не знаю, лотерея, может быть, это какой-то конкурс, какое-то, вот знаете, мероприятие конкурсного формата. Вот где-то вы выигрываете. Не могу сказать, сколько выиграете. Первое ли это место, второе или третье. Но это призовое место. То есть какое-то из призовых мест, и вы его занимаете. Вы будете участвовать в этом мероприятии, не надеясь на то, что вы получите результат. Ну, типа за компанию, да. Ну, либо как бы там все участвуют, и я поучаствую. Но вы получите очень классный результат, потому что призовое место вы точно займете. Даже вот третье место, оно все равно призовое. А бывают такие конкурсы, либо соревнования, где даже там 6-е, 7-е место тоже считается призовым, там, первая десятка, да, все получают какие-то поощрительные призы, ну, либо там, может, денежные даже призы, но вот вижу, что вы где-то выиграете. Так, сама судьба вам показывает, что вы не невезучий человек, что ваше везение, оно приходит именно тогда, когда вам это необходимо, либо когда это положительно ложится на вашу судьбу. Вот, вам просто судьба говорит: ну, я тебя тоже люблю, когда надо, я фортуну подключаю, когда не надо, отключаю, да, то есть если вы там, я никогда не выигрываю, никогда там не могу там ни в лотерею, ни в конкурсе, вот судьба вам покажет, что можете. Когда надо, можете, когда не надо, нет, вам не позволено. Когда вам это может навредить, либо как-то, знаете, негативно сказаться в вашей жизни, вот тогда и не будет. Дальше, для людей, которые хотели вот куда-то поехать, либо переехать, может, вы ищете новое жилье, либо вы хотели бы куда-то съездить, но вот есть сложности с жильем. Смотрите, для вас тут такой вариантик судьба приготовила. И этот вариантик, он буквально вот найдет вас через какого-то мужчину. То есть мужчина вам будет предлагать этот вариант, и вы сначала даже не поверите, скажете: ну не может быть такое, что сильно дешево, да, либо как-то странно это все выглядит. Но это честный вариант. То есть мужчина на вас как-то выйдет, либо предложение будет от мужчины, там очень хорошее жилье, там не за все деньги мира, хороший, там, не знаю, что ремонт хороший, наверное, локация очень хорошая. И там все вот честно, да, все будет по-честному.
Вы, я вижу, уже отчаялись, либо так рукой махнули, думаете, ну, не будет, наверное, да не получится. А судьба такая: погоди, сейчас я найду тебе доброго дяденьку, и он тебе поможет. Да, хороший знак. Дальше, мои хорошие, показано, что вы какие-то права получите. Я не могу понять, что это права. На что-то у вас право появится. Да? Вы получаете права на владение чем-то, либо на участие в чем-то. Вот что-то вы получаете. Кстати, если вы не водите, либо для вас проблема получить действительно водительское удостоверение, да, то вы получите. Причем как-то все так легко сложится, без стресса, без напряжения. Как-то, вот знаете, само собой приходит, да? Есть же такое само собой. Конечно, вам очень понравится, и вам будет очень приятно. Тут судьба вас награждает за ваше терпение, либо за что-то другое. Вот мне идет почему-то терпение. Где-то вы проявили терпение, за это теперь вас судьба награждает. Но вот вижу, что у вас как права появятся на что-то. Либо в принципе право появится, либо права как водительское удостоверение, да? Дальше, мои хорошие. Вот здесь показано, что какая-то боль уйдет. Ну, уйдет просто вот как будто бы и не было. А вы уже как позабыли, да, как это жить, чтобы не болело. Настолько уже к своей болезни либо боли привыкли, что для вас это типа норма. Вас кто-то на ноги ставит, вас кто-то лечит, исцеляет, не знаю, целитель, медик, может быть, там, массажист какой-то, может, это какая-то акупунктура, да, ну вот кто-то вас полечит. И вы сами себе поверить не можете, вы в новых ощущениях, в давно забытых ощущениях, как это жить свободно, без боли, когда ничего не болит, не тянет, вы не боитесь там лишнее движение сделать, прям порхать будете, как бабочка будете порхать. Лечение эффективное настолько, что у вас жизнь делится на до и после. То есть вот особенно для тех, кто с болью уже давно живет. У кого постоянно какие-то болезненные состояния, болевые ощущения. Вот вас полечат, с вас эту боль снимут. Прям будете ходить и улыбаться. Ну, потому что без боли жить гораздо лучше и приятнее, чем когда у тебя все болит и ломит. Большой восклицательный знак. Что-то решится. Что-то решится так благополучно, что влияет на вашу судьбу. И вы вроде как и не причастны. Видите, на линии жизни огромный такой жирный восклицательный знак. Ну, тут вы точно ахнете и скажете: так не бывает. Ущипните, это сон, это сказка, это параллельное измерение. Как так могло произойти, что вот такое вот страшное, безобразное, пугающее, давящее раз и решилось. А я ничего не сделала. Я просто где-то вот там находилась, своими делами занималась, либо в сторонке сидела. И тут на тебе вот такой огромный восклицательный знак. Ну, это счастье, это праздник, это удовольствие. А ну-ка, да, вот такую глыбу кто-то передвинул, а вам путь открыл, да. Очень хороший знак. Ну, тут опять же подарок судьбы, либо награда высших сил, у кого как отыграется. Для вас это будет очень приятная неожиданность. Это не просто большая неожиданность, это очень радостная, приятная и счастливая неожиданность. Вот как проблема какая-то мне идет решиться. Проблема, сложная ситуация, что-то, что было действительно камнем преткновения, камень, об который вы, ну, извините, уже руки сбили. И так пытались решить, не получалось. Рукой махнули, думаете, ну не мое. А тут раз и все решилось. Конечно, очень сильно порадует. Еще какие-то люди тоже будут очень рады. Буквально тут люди, ну, пляшут, да, от радости. Вот настолько это хорошо, что хочется петь и плясать. Даже как незнакомые люди, которые, ну, в похожей ситуации были, как вы, либо у вас одна была проблема на всех. Вот оно решится и уйдет, как будто бы и не было. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.